на сегодняшний день есть уже 40 подтвержденных случаев. Это утром было, считайте, у нас получается 22. Сейчас присоединилось у нас еще 18. Итого у нас на сегодняшний день 40 случаев в Алдане подтвержденных коронавирусной инфекции. Поэтому наши медики уже усиленно вовсю работают. Санэпидслужба работает. Единственное, внушает долю такого хорошего оптимизма, это то, что все эти люди у нас были изначально изолированы и лишены возможности контактировать с другими жителями нашего города. Поэтому вот все они сейчас так сказать, госпитализированы в отделении в больнице. Больница у нас доразвернута. Если помните, я уже говорил, что сначала было 20 коек, сейчас уже доразвернуто до 80 коек на сегодняшний день. И еще резервы есть. Такой рост у нас все-таки, с учетом того, что контакты мы ограничили, и санэпидслужба у нас достаточно эффективно отработала, внушает надежду то, что у нас все-таки заболеваемость удастся обуздать, и количество все-таки перестанет расти такими нехорошими темпами. Подчеркиваю, я уже хочу сказать, что на сегодняшний день 40 подтвержденных диагнозов коронавирусной инфекции. Ну, что касается сегодняшнего дня, сегодня мы провели большое совещание с нашими крупными промышленными предприятиями, потому что, во-первых, после вчерашнего дня, а есть еще люди, работники администрации, их, конечно, не так много, но они работают, они собирают информацию, они ее анализируют и, соответственно, принимаются те или иные управленческие решения в наше непростое время. Вот, поэтому, с учетом того, что я не один в кабинете, я сижу в маске. Так, ну и, как уже сказал, было проведено большое совещание с крупными предприятиями Алданского района, где проговаривался вопрос, в том числе оптимизации численности работающих на этих предприятиях, оптимизации численности сотрудников, которые выходят на сменную работу, и договаривались, и необходимо было совместно принимать решения, чтобы у нас никакие, так сказать, жизнеобеспечивающие предприятия, даже в условиях карантина, она обязательно должна продолжаться, предприятия жизнеобеспечения должны работать, но постараться, и просили мы, чтобы они постарались максимально оптимизировать количество привлекаемых для оказания тех или иных услуг людей. Но, тем не менее, магазины у нас, продовольственные магазины работают, служба доставки работает, волонтеры работают, все работают. Поэтому, еще раз говорю, у нас на сегодняшний день все так не только сидим и констатируем 40 плюс, 40 минус, а именно стараемся активно сделать активные действия, чтобы у нас обуздать эту инфекцию. На сегодняшний день количество у нас по возможности остановилось, а где-то попытаться даже их уменьшить, количество людей, которые вновь выявляемые. Ну и, соответственно, медики у нас заняты теперь вплотную уже лечением. Так, что касается пропускной системы, очень много было вопросов. Пропуска будет заменяться усовершенствованным пропуском. Поэтому тут у предприятий не должно быть никаких проблем по замене одних пропусков старыми. Проблема должна быть у тех людей, которые хотят пропуска подделывать и пытаться кататься по своим делам, и нарушать карантинные режимы. Ну, в целом, с утра такие изменения у нас произошли. Активно работаем с республиканским штабом, потому что постоянно необходимо сверять часы с городской администрацией, постоянно на связи с главой республики, постоянно ему докладываем. То есть все на прямом контакте. Республика, район, город. Ну и в целом того, что район у нас не в одном городе заключается, также контакты у нас с поселениями, с главами поселений, которые на сегодняшний день у них ситуация получше, поэтому есть возможность как-то скорректировать свои действия с учетом опыта Алдана и
для того, чтобы у нас все было очень сильно организовано. Поэтому главы на местах тоже активно участвуют, но на своих местах.